Не быть равнодушными призывают учащиеся из Коми в одноименном социальном ролике. Его молодежь представила на международном фестивале юношеских СМИ «Волжские встречи». Главный герой минутного ролика – школьник, который держит в страхе целый класс. Видео за несколько дней в сети посмотрели уже больше 11 тысяч человек. А сама работа получила диплом победителя в номинации «Лучший социальный ролик». О том, почему травлю важно придавать огласке, Александра Головина. Чё, Попов, художник типа, а? Чё молчишь, а? Угрозы, насмешки, обзывательства, изоляция. К сожалению, известны, наверное, большинству российских школьников. И если раньше об этом было принято молчать, то теперь травля все чаще придается огласке. Агрессивное преследование или буллинг стали главной темой социального ролика группы школьников из Коми. Команда изготовила его буквально за несколько дней на международном фестивале юношеских СМИ и кино «Волжские встречи». Очень плотная программа, которая перемежалась не только мастер-классы, но и просмотр фильмов, какие-то мастер-классы по лидерскому направлению, просто общение. То есть было какое-то творческое пространство для съемок своих работ. Мы всегда возвращаемся очень вдохновленные для того, чтобы продолжать здесь дальше заниматься такой творческой деятельностью. Потому что мы видим, что снимают другие студии, как они занимаются, и нам хочется соответствовать такому международному уровню. Мы стремимся к большему. 5 дней подряд они трудились в формате 24/7. Команда из 9 человек – это школьники Сыктывкара, Микуня. Проходили мастер-классы, слушали лекции экспертов и создавали собственный контент. Теледневник, авторская программа и социальный ролик. За него, кстати, команду отметили дипломом победителя в номинации. Организовать съемку было непросто, потому что было много очень ребят, человек 15, они все были младшего возраста, всем хотелось где-то поболтать, еще побегать, сходить кому-то, постоянно куда-то надо. Было сложно их собрать и объяснить, как четко им нужно, что именно делать в кадре, чтобы это выглядело правдоподобно. Главный герой минутного ролика – школьник по фамилии Кочкин. Держит в страхе, как и полагается типичному буллеру, весь класс. Авторы показывают два крайне полярных варианта развития ситуации – полное игнорирование травли и разрешение конфликта. В социальном ролике мы хотели больше уделить внимание на равнодушие детей, так как чаще всего мы бываем не буллерами или человеком, на который подвергается буллингу, а чаще всего тот, кто наблюдает со стороны. Это наша главная ошибка, что мы не говорим об этом и молчим. С резонансной темой юные медийщики планируют работать и дальше. Она привлекает внимание в сети, а значит дает просмотры и узнаваемость. А главное, огласка проблемы может быть частью ее решения. Это важно для начинающих журналистов. Александра Головина, Олег Юшков, телеканал Юрган.